Я расскажу вам, как меня били. Меня били, колотили, вколачивали ум в голову мне, пиздячили меня, дурака. Но если я расскажу, тот, кто испытал подобное, снова испытает подобное. Вновь и вновь будут его бить, колотить, ум вколачивать, хуячить его, дурака. Как же мне рассказать вам? Как мне рассказать вам? А вот в детском саду меня заставляли есть борщ, а я не хотел. А меня заставляли, а я не хотел. А меня заставляли. Давай, ешь борщ. Для тебя готовили. Дома попробовал бы ты не есть, а здесь, значит, не ешь? Ешь, ешь, ешь. Жри, жри, жри. Зря, что ли, повар Наталья Павловна старалась. Что я тут с тобой сидеть должна? У меня других детей полно. Они все съели и свободны. А ну, Смирнов, давай ешь борщ. Борщ. Давай ешь борщ. Борщ. Запах свеклы вареной, капуста плавает, плавает, дети смеются. Смирнов опять ничего не ест. А пока не доешь, из-за стола не выйдешь. А пока не доешь, играть с другими детьми не пойдешь. А если ты борщ не съешь, мы тебя запрем в темную комнату. Мы тебя нашинкуем и сварим в котле. Ешь борщ! Ешь борщ! Ешь борщ! А я, мальчик дурной, холодел изнутри, потел в столовой детского сада, но понять ничего не мог. Одинокий маленький мальчик, вас на слезу сейчас не пробило? А меня пробило в мои 6 лет. Слезы капали в борщ, взял я ложку и начал есть. Стал я жрать этот борщ ледяной со слезами и давился, 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 и давился. И вот меня вырвало. Картошкой, моркошкой, свеклой, капустой. Ебануло из меня красным потоком. Вышел борщ целиком назад, как Иисус. На небо взлетел на 3-й день после смерти. И они испугались. Они от меня отстали. В покое меня оставили. Мои воспитательницы. Плохого мальчика Смирнова, который не ел борщ прекрасный, для всех приготовленный. Я не помню, что было дальше. Помню только этот момент. Меня рвет. Всей моей будущей жизнью в круглую тарелку безнадежного одиночества.